Есть на свете на бескрайне много городов, но один лишь часто снится с Сурских берегов. Где бы ни был я по жизни, только знаю я, это город, где я вырос, Шумерля моя. Здесь когда-то пацанами бегали гурьбой и девчонок провожали вечером домой. Годы быстро пролетели яркой чередой. Здравствуй, милый город детства, ты всегда со мной. Шумерля, ты опять мне приснился, город мой в далеком далеке. Шумерля, ты расправь свои крылья, город мой над быстрою Сурой. Много связано с тобою, жизни перемен, но живем одной судьбою, не прося взамен. Словно гавань наших душ притягиваешь ты, где сбылись наши надежды, счастье и мечты. Край любви и звонких песен в сердце мы несли, и над городом любимым зазвучат они. И друг другу улыбнемся, и нежность не тая. Здравствуй, милый город детства, Шумерля моя. Шумерля, ты опять мне приснился, город мой в далеком далеке. Шумерля, ты расправь свои крылья, город мой над быстрою Сурой. Есть на свете на бескрайнем много городов, но один лишь часто снится с Сурских берегов. Где бы ни был я на свете, только знаю я, это город, где я вырос, Шумерля моя. Здесь когда-то пацанами бегали гурьбой и девчонок провожали вечером домой. Годы быстро пролетели яркой чередой. Здравствуй, милый город детства, ты всегда со мной. Шумерля, ты опять мне приснился, город мой в далеком далеке. Шумерля, ты расправь свои крылья, город мой над быстрою Сурой. Шумерля, ты расправь свои крылья, город мой над быстрою Сурой. И здесь порой непостижимо вдруг раскрывается сюжет, и любая здесь картина, словно времени портрет. Портреты, графика, иконы, скульптурных замыслов обзор, свои порядки и законы, полосен разных разговоров. И здесь мы красотою дышим, искусством полнится душа. Смотрите, люди, наслаждайтесь, эта галерея хороша. Выходите, выходите. А вы уходите.
будь со мною, от тоски края. Будь со мной, святая вера, не ходи меня. Будь со мною, будь со мною, будь со мной всегда. Синеглазая надежда, светлая звезда. Будь со мною, будь со мною, будь со мной всегда. Синеглазая надежда, светлая звезда. Будь со мною, будь со мною, просьба так проста. Будь всегда любовь со мною, что как снег чиста. Будь со мною, просьба так проста. Будь всегда любовь со мною, что как снег чиста. Молитву повторяю, повторяю вновь. Помогите мне, надежда, вера и любовь. Молитву повторяю, повторяю вновь. Помогите мне, надежда, вера и любовь. Молитву повторяю, повторяю вновь. Помогите мне, надежда, вера и любовь. Событие мирового масштаба. Впервые мы здесь принимаем выставку художников, палестинских художников, русских художников. Я очень хочу, чтобы все у нас получилось, чтобы у нас в нашей школе, в нашей стране, во всем мире была любовь, вера и согласие. Разрешите мне открыть эту выставку.
Добрый день, дорогие друзья. Я очень рад сегодня присутствовать на благородная шумерлинская земля, которая для меня стала как родное. Не первый раз я в Шумерле, но первый раз я у вас здесь. Я очень благодарен за теплый прием, за то, как вы встречали. Это очень все трогало. И я очень рад, что именно у вас сегодня в этой школе, где такие светлые дети учатся, мне очень понравилось то, что вот я прихожу, и они рисуют. Размещена такая международная выставка, 81-я международная выставка «Душа Палестины». Эта выставка была во многих уже городах России и за рубежом. Она открывалась в Москве, в Общественной палате Российской Федерации. Она открывалась и в Татарстане, в разных местах, разных городах. Она открывалась в Кировской области, в Ярославле, в Подмосковье, в Палестине, которая находится в Подмосковье, так называется город Истра, где там монастырь Новый Иерусалим, где там музей Новый Иерусалим. И вы представляете, за 2,5 года сегодня мы открываем 81-я выставка. В начале было слово, вот так говорят. Иисус Христос пришел в нашем мире не с оружием в руках, не с Министерства обороны, не с Министерства информации, не с Министерства культуры и здравоохранения. Он пришел, у него было слово. Слово. Вы понимаете, и на протяжении 2000 лет, более 2000 лет, большинство жителей земного шара ему верит. Потому что он никогда никому зло не делал. И если он был распят, то только за добро. Потому что его мучение, его страдания только за добро. Мусульмане считаем мы, что не смогли его распять, Бог его взял к себе, спас его. Ну, мы сегодня просто считаем, что все его страдания, его мучения, это было все-таки только за добро. И вот перед вами вот такая картина. Вы видите беженцы. Эти беженцы 40-х годов, после того, как был Холокост, они приехали в Палестину. И написано на баржу: Гитлер и немцы убивали наших детей, убивали нашего народа, расстреляли, разрушили нашу жизнь, разрушили наших домов. Вы, палестинцы, не откажетесь нас принимать. И мы приутили и принимали. В результате чего мы остались без родины. Вот была Палестина, когда их принимали, они жили немножко. Вот что осталось от Палестины зелеными. Палестина, которая никогда в истории ни на кого не нападала, ни у кого ничего не отняла, стала жертвой
жертвы в войне, в котором она не принимала никакое участие. Палестина не была стороной во Второй мировой войне, не выступала в этой войне, и она была оккупирована от Великобритании. И понимаете, если Гитлер убивал евреев, он убивал русских, он убивал белорусов, он убивал всех. Он был евреем сам по себе. То даже если надо компенсировать и дать им какую-то страну, то справедливость была бы дать Германию. А при чем здесь Палестина? Почему мы должны сами свою родину отдать вот в подарок? 6 октября этого года Израиль взял мечеть Аль-Акса, первая кибла мусульманов. Первая кибла. 2 миллиарда мусульман в мире, которые почитают это место святое для них, и превратил в синагоги. Превратил в синагоги. Запретил пятничные молитвы и пускал туда своих поселенцев, которые скверняли мечеть Аль-Акса, которые что только не дотворили. А это что? Это начат религиозной войны. За что? Когда мы сегодня с вами здесь, сегодня 19-й день, как разбомбили дом моих родных и близких, больше 40 моих родных до сих пор находятся в доме, не могли их вытащить, потому что ничем. Сегодня 39-й день, как Израиль отключил воду, отключил свет, запретил лекарства, еда, продукты, полностью. Израиль разбомбил больницы, Израиль разбомбил школы. У нас впервые в истории завершился учебный год. Израиль убил больше 4,5 тысяч палестинских детей. 200 школ уничтожил. Израиль убил больше 200 врачей. Израиль расстреливал вчера, позавчера и каждый день работники Организации Объединенных Наций. И генсекретарь, он не может даже осуждать расстрел его сотрудников. В каком мире мы живем? Если был Холокост в 40-х годах, о котором мы просто фотографии видели, то сегодня весь мир и российский канал не показывает Холокост на прямую трансляцию, которая происходит против беззащитных людей. Сколько человек, вот спрошу у всех, я не знаю, врачи здесь есть или нет, сколько человек может жить без воды? Сколько дней? Вы понимаете? День, 2, 3. Сколько вам потребуется в день пить воду? Почему надо уничтожать палестинских детей? Почему надо им запрещать? Я утром посмотрел такой кадр. Один ребенок, какая-то вода на пол, он пытается что-то скрепить, чтобы положить в какую-то посуду, чтобы пойти и это выпить и дать своим братьям и сестрам. За что? Почему мир молчит о том, что истребляется целого народа? Люди сидят дома, бомбы падают сверху. И как сказал Владимир Владимирович Путин, все равно от Америки. Эти бомбы американские. И он говорил, что мы сейчас решаем задачу на территории Украины против тех, кто создал палестинскую проблему. В 1948 году, 15 мая, стала трагедия для Палестины. После того, как мы принимали этих беженцев, открыли свои дома, приютили, они взяли оружие в руках, им дала Великобритания и завоевали Палестину. Превратили всего нашего народа в беженцев. Я перед вами стою, я 25 год не могу увидеть маму, которая находилась в блокаде. 89 лет. Я сейчас не знаю, где она. Она ушла из дома, после как разбомбили нашего дома, она успела уйти, мой брат, моя сестра. Где находятся они? Я даже не знаю. В Газе нет безопасного места. Нет безопасного места. Вот Шемерлинский район, если я не ошибусь, 1100 квадратных километров. Сектор Газа 365 квадратных километров. Израиль загнал туда 2,5 миллиона палестинских беженцев. Вы представляете, если у вас на 1100 квадратных километров вместо 35 тысяч, если я не ошибусь, населения, будут жить здесь у вас 15 или 12 или 14 миллионов населения на этот маленький кусок.
Вы понимаете, как сказал патриарх, продолжатель дела Иван Яковлевич Яковлев, Лев Пантелеевич Кураков возле Милоботиным Пухом, если сегодня мы молчим о том, что происходит с палестинским народом, это завтра может произойти с любым народом. И с нами может произойти. Донбасс. Сколько лет страдает? 8 лет, а Палестина страдает уже 76-й год. Сегодня мы находимся здесь для того, чтобы просто сказать, мы хотим мир, хотим дружбу. Мы против любая война на свете. Мы, люди земли, должны защищать этих детей. Их право на жизнь, их право учиться, их право расти, их право создать в будущем семьи. Мы пришли в этом мире, чтобы сделать его лучшим, чтобы оставить для наших детей, внуки, правнуки, правильный путь, по которому они должны идти. Мы не имеем права не оставлять след. Это след должен быть очень, очень светлый, очень добрый, очень хороший. Иначе наше единственное присутствие на земле, это же один миг. Я приехал сюда, я был совсем молодой, юный. Я уже 40 лет в России. Я приехал 7 октября 1983 года. Это был день Конституции Российской Федерации. И в этот день родился президент России Владимир Владимирович Путин, но он родился 30 лет до этого. А мне было 21 год. Я не думал, что я буду столько жить в России. Я думал, учиться 4-5 лет и уеду. А видите, прошло 40 лет, как 40 дней. Мы не заметим, как жизнь проходит. Поэтому мы не имеем права просто зря прожить, как сорняк, который просто растет и не оставляет никакой след. Каждый в этой жизни должен оставить след. Каждый не имеет права уходить из жизни, не оставить добрый след, по которому пойдут другие. Вот Иисус Христос, еще раз возвращаясь к Нему, какой Он след оставил. Сколько церквей в Палестине. Каждая церковь – это частичка Палестины. Каждая мечеть – это частичка Палестины, потому что Палестина – родина всех религий. Палестина – это место добра. И на ее земле не должно быть ни одна война. Должен быть только мир. И палестинский народ, который подарил миру мир, который подарил христианство, подарил Христос, сегодня лишен этого мира. Дорогие друзья, перед вами здесь картины выдающихся художников. Вот и здесь художник Махмуд Аль-Булис, народный художник Иордания, написал великий вождь палестинского народа и вождь России, как символы дружбы наших народов, мечеть Аль-Акса и Кремле. А это работа Хабибулин Альберт Фагимович из города Уфи, педагог, замечательный художник, русский художник. А это работа Сулейман Мансур. Америка вместо того, чтобы разрешить палестинцам дать воду, продукты питания, лекарства, она посылает ракеты нашим детям, которые в эти секунды погибают. Вы знаете, я утром встал в 6 утра сегодня и посмотрел, все дети, которые родились раньше времени, лежали в больнице, они кто 6 месяцев, кто 7 месяцев, они недоношенные дети. После того, как Израиль разбомбил кислород в больницах, Аш-Шифа и других больницах, отключили электричество, они же под аппаратами лежали. Их вытащили позавчера. Вдруг выживут. Все эти дети скончались сегодня. Их очень много. Хотя они имели право жить. Никто не имеет права отнять у кого-либо жизни. Только Бог, Аллах, который подарил, Он может эту жизнь отобрать. А человек не может отобрать. Если мы сегодня будем смотреть равнодушно на то, что происходит на святой земле Палестина, то это достигнет и нас. На нас будут смотреть. Это жизнь, она, понимаете, она русская душа. Вот я хочу сказать открыто, я, приехав сюда, не знав ни одну букву на русском языке. Ваши педагоги, русские педагоги,
меня учили первые буквы, учили русский язык и вместе с языком учили вас любить. Когда я учили меня история ваша, как Наполеон Бонапарт напал на Россию, вошел в Москву, Москва была сжженной. И как русские, когда говорю русские, это вся для меня, все народы России, добрались до Парижа. До Парижа добрались. А потом русская душа сказала, ладно, все, хорошо, мы отпускаем. До Берлина! После того, как больше 28 миллионов погибло, дошли и опять отпустили. Если бы не отпускали, не родился бы такой Макрон, который выставляет сегодня оружие, чтобы славяне друг друга убивали на территории Украины. И не появился Шульц, который опять в сговоре. В крови это фашизм. Дорогие друзья, у нас, у каждого должно быть на сердце, на душе чувство любви к друг другу. Никогда не предать, никогда не обмануть, никогда не врать. И как что все начался, жизнь наша сначала была слово, и сегодня слово и картина. Если слово очень много сделает, в жизни сделала, то картина, она закрепляет и на долгие-долгие годы, и на веках. В нашем современном мире, цифровом мире, картина может жить не 100 лет, не 200, не 500, а много тысяч лет. Вот если бы древние египтяне не писали свою историю картинами, то мир бы не знал, это цивилизация. Вот до сих пор жители Египта, больше 100 миллионов, кормятся, живут за счет туризма, который им оставили их потомки, оставили историю их. Я благодарю вас и всех, не хочу больше утомлять вас, и наверняка, если еще кто будет выступать, а потом я сделаю вам экскурсию и расскажу полностью о каждой картине, о каждом авторе. Большое спасибо, Наталья Геннадьевна. Я хочу вручить ей книгу, роман «Любовь и хлеб». Хлеб, без которого жизнь для многих народов нет жизни. Вот в Палестине сейчас стоят по 10-15 часов, чтобы найти куска хлеба. И не находят. Есть многие народы, у них 90 или 100% едят один хлеб. А без любви смысл жизни тоже не имеет. Эта книга, я имел честь этот роман перевести с арабского на русском вместе с супругой. Я хочу вам сказать, что оно основано на реальных событиях. Написала девочка 4 года, когда ей была Асия Абдельхади, вот картина там стоит. Написала этот роман больше 40 лет тому назад. И она написала, что с ней произошло с 1948 года со своей семьей, и как потом они состоялись все в жизни, и как ее взгляд на жизнь, и как все равно она любит жизнь. Вы этот роман прочтете, я обещаю отправить вам его в электронном виде, кто пожелает, чтобы вы могли передать. Дальше. Я вижу, вы распечатали афиши, но пускай еще вам в подарок где-нибудь еще повесите. Книга отзывов и предложений. Мы всегда книга отзывов дарим безвозвратно. Это Дом творчества у вас в Шумерле, когда у нас была выставка в июне месяце. Мы всегда делаем общее фото по окончании выставки, а она пойдет на приглашение на следующую выставку. Здесь и не исключение, я думаю, что мы такое фото сегодня сделаем, я вам ее дарю. Просто нам надо будет послать отзывы отсканированные. И вам большое спасибо за участие в организации этой выставки, за ваши усилия. Благодарственное письмо оформлено, как вы видите, храм Рождества Христова в Вифлееме. И, значит, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, его фото патриарх вся Россия, председатель попечительского совета Императорского православного палестинского общества, организатор этой выставки, который в этом году исполнилось 141 год. Спасибо вам большое.
Это впервые в истории России организуется такая международная выставка «Палестина глазами российских художников». Некоторые художники писали эти картины в Палестине, находясь там, но большинство их никогда в жизни в Палестине не были. И не посещали Палестину, они писали своими чувствами. Они читали историю, они 2 месяца ознакомились, и про каждое место мне звонили. Участники из Сибири, из Татарстана, из Санкт-Петербурга, из Москвы, из Нижний Новгород, из Ярославля, из Кирово-Чепецка, из очень многих городов России. Мы всех собрали как единая семья, единая команда, дружная команда. Наша цель – искусство во имя мира. Искусство для продолжения защиты прав людей на жизнь, детей на жизнь, счастья в этом мире. А что еще надо? Что еще надо? Мира палестинскому народу, мира всему народу мира. А для того, чтобы этот мир был, опять же, надо любить. Вот большой любви всем нам, в том числе чувашскому народу, палестинскому народу, да и всем народам нашей дорогой, милой, любимой земли. Доктор Басам организовал это мероприятие, и очень хороший проект, я считаю, который, в общем-то, впервые в России проводится, и на такой волне, что искусство за мир. Каждый художник, наверное, испытывает это как праздник. И выставка получилась, знаете, как бы неожиданной стороны. Поэтому очень приятно видеть картины. Анунаки – это Ану, это значит с другой планеты человек. Это первый из анунаков. Который спустился. После него уже появились тут Энки, там, Иштар. Вот эти вот богини, цивилизация пошла совершенно другим путем. Выставка направлена на защиту мира на земле, чтобы люди жили в мире, в свободе, чтобы у людей была возможность развиваться, учиться, общаться с миром. Хотели показать в своей работе палестинский рынок, историю народа, историю искусства, народного искусства. И показать, что древние традиции, они существуют на земле. Именно собрались очень много русских художников, которые известны не только в России, уже во всем мире, как они видят Палестину и показывают Палестину в их глазах. والله يا حرف الوطن زي العبر بالصدر محلى محلى
направление к развитию, направление к тому, чтобы люди понимали друг друга, любили и уважали вот эту вот ценность жизни. Для меня они ласточки. Это символика дружбы людей, друг друга никогда не бросать. Ласточки они такие, они никогда, если хищник нападает, они все кидаются, они побеждают. Вот я хочу, чтобы и палестинский народ, и чуваши всегда были, друг другу помогали в нужный момент, защищали. Вот такие должны быть, как ласточки. Хочется отметить, очень интересные есть работы, это очень приятно. Очень благодарен организаторам такого форума искусства мирового, российского и чувашского масштаба, объединяющий все народы, не только России, а всех тех, которые испытывают огромные боль и сострадания народу Палестины. Палестина – это святая земля. Туда стремились всегда художники, как и в XIX веке, так и до сих пор, и раньше. Поэтому, когда будет целостность этого, будет мир. Божьего благословения всем.
ويسعدني في البداية Я хотел бы поблагодарить художников, участвующих в выставке «Палестина глазами русских художников», а также тех, кто ее организовал, в особенности уважаемое правительство и дружеский народ Чувашии, а также организацию Ассамблеи представителей народов, проживающих в Чувашской республике, и уважаемого доктора Бассам Аль-Балаев, президент Ассоциации дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины. Льва Пантелеймоновича Куракова, который эту здание построил, который основал Дом дружбы народов, который основал Ассамблею народов Чувашия, который был объединитель народа, который никогда не держал зло ни на кого и простил всех, кто в этой жизни его предал. И поэтому, проводя эту сегодняшнюю встречу, вот студенты подошли сейчас из разных высших учебных заведений, они обучаются у нас. Они показывают пример, они, получая образование здесь, становятся послами Чувашской республики, Российского государства в других странах. Они будут сеять добро, они будут сеять согласие и мир. И мы должны поэтому всех уважать, всех любить, всех ценить. А палестинскому народу сказать, правда победит всегда. Заместителю главы, начальнику отдела образования Чебушаеву Ренату Алексеевичу. Добрый день, уважаемые коллеги, обучающиеся Шумерлинской школы. Мне сегодня действительно очень приятно приветствовать вас на Шумерлинской земле, на земле Шумерлинского муниципального округа. И приятно, что эта выставка, международная выставка, которая прошла, много образовательных организаций, и наконец-то пришла и на нашу Шумерлинскую землю. Сегодня, наверное, особо мне приятно вас приветствовать в этом прекрасном учреждении Шумерлинской школы. Новое учреждение, в плане новые отремонтированные учреждения, очень светлые, очень красивые, за что мне хотелось бы отдельные слова благодарности выразить Льву Геннадьевичу за то, что он поддержал собрание депутатов, за то, что поддержали инициативу коллектива и помогли нам сделать этот прекрасный ремонт. И исходя из того, что вот я сегодня слышу от гостей, от педагогического коллектива, действительно школу невозможно узнать, и это мероприятие является той частью деформации в лучшую сторону всего педагогического коллектива. Спасибо вам, коллеги, за это. Действительно хочется сказать, что в суете своих дел, в суете жизни мы не всегда можем себе позволить съездить на какую-то выставку, насладиться той или иной картиной. И очень хорошо, когда вот выставка приезжает к нам, и мы можем погрузиться через картины в историю, в эпоху и познать что-то новое. Дорогие друзья, я вам желаю действительно насладиться творчеством, и, может быть, вам захочется самим творить, и следующая выставка будет с участием ваших картин. Спасибо большое. Ближневосточная страна Палестина. Эта земля священна для иудеев, христиан и мусульман. Слово «Палестина» происходит от названия древней страны Филистии, которую населяли хорошо известные по Ветхому Завету филистимляне.
Палестина глазами художников России. Выставка под таким названием открылась в Казани. Около 50 работ представили мастера кисти из Палестины, Татарстана, Башкортостана, Республики Мариэл, Чувашии, Хакасии, Вологодской и Кировской областей, а также Санкт-Петербурга, Москвы, Кирово-Чепецка и Ярославля. Национальная палитра разных регионов России, она своеобразна. И во многом вот эта палитра появляется благодаря деятельности активных людей. Именно в Чувашии проживают активисты и их лидер доктор Басам, которые смогли организовать очень сильную своеобразную палестинскую общину, которая и является во многом центром, наверное, культуры арабской в Поволжье и на Урале. А в нашей республике представители арабских государств представлены в большинстве своем студенчеством. И мы сегодня решили на площадке Казани, Дома дружбы народов Татарстана, организовать эту выставку. С одной стороны, яркие представители Палестины, которые проживают в Чувашии. С другой стороны, большое количество арабских студентов, которые обучаются в вузах Татарстана. И арабы, которые сегодня уже стали гражданами России и местом своего жительства выбрали город Казань. И вот эта площадка для нас является естественной. Нам есть о чем рассказать друг другу. Палестина – это история человечества, это история культуры мира. Поэтому знать эту историю, знать первоисточник – это важно для каждого. Большую часть зрителей выставки составили студенты из арабских стран, которые в этот день отмечали выпускной вечер. Организатор и вдохновитель выставки, президент Общества дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины, академик Международной гуманитарной академии Европа-Азия, доктор права Аль-Балуи Басам Фатхи. Я хотел поприветствовать народов дружеских Татарстан, народов России. Палестина глазами российских художников. Эта идея пришла давно, мы сейчас ее реализуем. Первому, который пришла вообще эта идея, которую начали в мире, был Иззеддин Аль-Талак, дипломат палестинский, который в 70-х годах, к сожалению, был убит израильской разведки в Париже. Вот он был послом Палестины в Париже. Он собрал со всего мира всех художников, и они организовали выставку в Бейруте, в Ливане, «Палестина глазами художников мира». Открывал ее покойный вождь палестинского народа Ясер Арафат. И его цель была объединить всех людей мира, чтобы через искусство добиться, чтобы в мире был мир, была дружба, чтобы никогда не была война, чтобы закончиться оккупация Палестины. Поэтому мы продолжаем эту традицию, которая ко мне пришла просто вот в марте месяце уже реализовали, а до этого она пришла. И смогли собрать очень много художников, потому что художники, они послы мира. Они всегда чувствуют и видят то, что другие не видят. И поэтому из Татарстана дружески очень много у нас художников участвует. Из Хакасии, из Ярославля, из Кривочепец, из Санкт-Петербурга, из Москвы, со всей России. Художники объединились, и уже более 200 картин они написали, просто как шедевры о Палестине. Многие из них не видели Палестину, но она живет ведь в сердцах, в умах людей.
любой мечеть – это Палестина, любая церковь в мире – это Палестина. Палестина, есть даже одна картина здесь, Палестина – масс земли. То есть, так как все пророки родились на территории Палестины, она масс религия и масс земли. Поэтому хотим, не хотим, всегда все народы мира стремились к Палестине. У них было чувство. Все христиане мира совершают паломничество где? В Палестине. Мусульмане, первое место, куда они молились, мечеть Аль-Акса в Палестине. Поэтому из Палестины начался мир. Из Палестины должен, в конце концов, восстановиться мир и справедливость. Потому что без справедливости какой смысл нашей жизни пропадает? Мы все люди. Я здесь уже 38 лет живу в России, учился в Советском Союзе, защитил диссертацию по международному праву, специализировался по защите прав человека, прав народов. Я верю, что человечество должно объединиться во имя жизни на земле, чтобы была жизнь. Но сейчас жизнь такая, что главный мотив этой жизни должен быть миру мир. И выставка, посвященная вот как раз этой теме, представлена сегодня здесь, в Доме дружбы народов Татарстана. Замечательные работы, прекрасная выставка и такое доброе чувство. Вот посмотря эту выставку, остается такое доброе чувство. Видно, что художники лелеют эту мысль и думают обо всем мире, вообще о мире на нашей земле. Есть портреты, есть жанровые такие композиции, есть пейзажи, но все они связаны как раз вот с Ближним Востоком и с пониманием того, насколько сложно сейчас там все происходит. И, конечно, замечательно, что есть такая возможность участвовать в такой выставке. Выставка добрая и нужная сегодня вот зрителю, нашему обывателю и жителю вообще Татарстана и всей России. В этой выставке принимают участие не только художники из Татарстана, но и замечательные художники из соседних регионов. Такой инициатор выставки, доктор Басам, пригласил, наверное, лучших художников из Чувашской республики, из Татарстана, из Марийской республики, из Удмуртской республики. И то есть вот эта экспозиция, которая сформировалась вот на основании этих работ, вот этих очень хороших художников, как раз здесь представлено. Разнообразие техник, разнообразие манер написания работ, все это придает выставке такую, знаете, особую стать и важность. Мне хочется, чтобы для детей мир во всем мире был на самом деле гармоничный, добрый, своим ученикам, своим детям, своим внукам. Я, конечно, желаю, чтобы они росли в мире и в дружбе, также и другим детям. И моя работа поэтому посвящена будущему Палестины. Мама читает книгу своим детям, и здесь вот у них на столе разложены разные атрибуты, и то есть это мирное, совершенно такой вечер, тихий, спокойный и умиротворенный. Но этого, к сожалению, сейчас в мире Палестины это редкое явление. Страдают очень дети, и это, конечно, нас беспокоит, и нам хочется, чтобы был действительно мир для всех, особенно для детей, поскольку я связана всю свою жизнь с детьми и с творчеством детей. Мы на выставку всегда ходим вместе, они со мной ходят на пленеры. Тихон Бердников, Антон Бердников,
Антон Павлович, Тихон Павлович, это внуки моего сына. Сын у меня скульптор, он тоже принимает участие во многих выставках, поэтому они живут нашей жизнью. Мы всегда с ними вместе и неотрывно. Они уже первые пера пробовали? Обязательно пробовали. И вот Тихон и Антон мечтают быть директором школы, как их дедушка, вот Юрий Леонидович. Вот его работа, она тоже посвящена теме мира и Палестины. «Камни говорят», эта работа называется. Мы очень много путешествуем, ездим с ребятами действительно и по всей Европе, и на Дальнем Востоке, и бывали в очень многих странах, и со студентами, я еще доцент кафедры дизайна. Но в Палестине мы не успели побывать, хотели, наметили, и они только очень много слышали, очень много рассказывали друзья тоже, художники. Вот, и я думаю, что это будет время, когда мы туда съездим, но это будет, конечно, в мирное время. Ну, это, конечно, правильно, я считаю, действие многих людей, которые собрались вместе, которые как бы восприняли проблему, темы Палестины сейчас, теперешней Палестины. Вот. И они хотели бы, конечно, те, кто понимает, и те, кто сейчас участвует, конечно, на выставке, ну, я думаю, больший круг людей хотели бы, чтобы был мир, как говорится, во всем мире. Вот. Не было каких-то вот таких грозных и тревожных территорий. Вот. Поэтому старались то, что для нас было интересно, старались нарисовать с теми вот возможностями, которые у нас есть. Кто-то делал, наверное, более, ну, такие, как сказать, ну, серьезные или суровые какие-то моменты жизни Палестины, теперешние, современные именно. Но у меня работа посвящена больше, ну, прошлому, наверное. Иисус Христос, мать и какая-то вот идиллия, которая была раньше. Ну, правда, она называется «Камни говорят», но это называется так, чтобы камни помнят, как бы, камни помнят. То есть те, ну, представляемые мной места помнят просто хорошее время, хорошее и какие-то основные, главные события для всего мира, в принципе, идеология, вот то, что наши деды заложили, да, те, что восприняли наши деды из христианской идеологии, да, вот это все оттуда, поэтому тем более, ну, наверное, всем интересно и всем тревожно за теперешнюю Палестину. Есть целый ряд в истории, конечно, художников, которые рисовали на религиозные темы, в том числе, и можно вспомнить легко наших художников русских, которые ездили именно на места, как говорится, на места святые, и рисовали там с натуры, и этюды, и картины привозили оттуда. То есть это целый пласт художников, вот. Поленов в том числе, например. Он русский художник, много русской природы рисовал, но и в то же время рисовал. Вот ему интересно было это именно учение, и интересно было, откуда все, что взялось, как говорится. Вот, поэтому мы, наверное, стараемся не отстать. Ну, конечно, отстали уже много, но надо еще не отставать, еще много надо сделать, чтобы, ну, как бы высоты каких-то таких наших деятельности нашей, изобразительной, да, ну, поднять еще на более нужную, интересную высоту, что ли. На полотнах оживают уникальные мусульманские и христианские святыни, мечети, храмы, живописная природа, места паломничества, этнография и археология Палестины, памятники библейской истории, сцены быта, портреты обычных людей, роскошные вековые оливы под южным солнцем, каменистые горы, пустыни, долины, улочки и рынки. Последние являются обязательной частью культуры городов Палестины. На полотнах изображены Иерусалим, Иерихон, Наблус, Газа, Самария, Хеврон. Это великий художник чувашский, народный художник Чувашия,
Анатолий Силов, президент Академии художников мира, написал «Палестинская бедуин». Какая бедуин, как она одевает. Вот это Марина Албалави написала. Обычно отец заботится о дочери, о детей. А здесь, когда отца ноги нет, уже ребенок говорит: папа, я теперь твоя опора. Это призыв к миру, остановки, любая война на свете не должно быть. Это отношение между ребенок, чувстве между ребенок и отец, отцовская любовь. То есть вместо того, что он должен не покупать игрушки, куклы, с ней играть, теперь она должна быть его опора, его нога. Это очень знаменитая стала картина, они уже пишут в мире, показали по телевизору за рубежом, в газетах, в журналах. Это символизирует трагедию палестинского народа, и что без мира невозможно жить. А это великий палестинский поэт Гасан Канафани. Он такие стихи писал в любви о родине. И руководители оккупантов называли его слова сильнее, чем любая ракета, любая пуля и любой танк. Ямбердов Иван Михайлович из республики Мариэл. Эта картина называется «Палестина. Масс земли». Потому что в Палестине как раз родились все религии, родился Иисус Христос. Самое главное место мусульманов, мечеть Аль-Акса, и христианов. И он показывает здесь масс этой земли, которая от горя, от оккупации, от потери Родины, в таком ужасе. А здесь он показывает оливковое дерево многовековое, которое 5000 лет. И на ней показывает великий палестинский поэт Муин Ксисо. И многих поэтов на этой дереве, и даже здесь он его показывает. И лошадь он нарисовал, что мечты все равно исполняются. И он говорил, что без Палестины невозможно жить. Даже христианин, он всегда несет Христос это палестинец, который родился в Палестине, на свою грудь. На кладбищах присутствует Палестина, в церкви это Палестина, в мечети это Палестина. Поэтому он сказал, что Палестина это масса земли. И вот такая картина у него вышла. К сожалению, самая страшная болезнь на сегодняшний день – это не вирус корона, это не рак, это не болезнь сердца, это не СПИД, это дефицит человечности, отсутствие человечности. Ты родился человеком, будь добр, живи человеком и уходи из жизни человеком, который сделал наш мир лучше, добрее, честнее, в котором наши дети, наши внуки будут жить в уюте, в комфорте, в согласии, в взаимопонимании. Покажи им правильный путь жизни. А что может быть лучше, чем искусство и культура, чтобы показать людям, как должна быть жизнь? Какая она красивая, эта жизнь. Выставка называется «Палестина глазами российских художников». Начало она дала в Чебоксарах. Участвовали очень много регионов. Выставка эта международная, и страны участвовали. Абакан, Хакасия, и Комсомольск-на-Амуре, и страны Азии участвовали в этой выставке. Казань, Чебоксары, Кирово-Чепецк, Ярославль, Лениногорск.
еще много городов. Это многонациональная выставка, она говорит о дружбе, о мире, о добре, о том, что мы хотим мира, мы хотим жить дружно между народами. Мы не хотим поднимать руку ни на один народ. Мы хотим объединиться, потому что художники, они миротворцы. Они несут только радость, добро и любовь, и позитив в мир. Я написала работу «Палестинская Мадонна». Я увидела Мадонну, несущую жизнь. Я увидела, что Мадонна, она прежде всего это мать. Мать, которая дарит миру добро, дарит миру новую жизнь. И я хотела вот этим символом, рождением ребенка, сказать, что наши отношения должны возрождаться, должны также родиться, как этот вот ребенок. И символ материнства, он всегда вечный, он всегда говорит о том, что женщине нужен мир, а женщине нужна радость, любовь, солнце, добро. Каждый человек имеет право дышать чистый воздух, имеет право кушать молоко матери без страха, имеет право под крышей дома какой-то жить, имеет право учиться, развиваться, любить и быть человеком. Один раз эта жизнь нам дана. Почему кто-то может лишать других людей права жить? Кто ему дал такое право? Когда будем жить в мире, если будет продолжаться оккупация, не может быть никакой мир. Поэтому это призыв к миру, это выставка, посыл к миру, что все должны жить в любви, в радости, без войны, без страха. Вместо соревнования в войнах надо соревноваться в картинах, в науке, в спорте, в медицине, в открытии научных исследованиях, в космосе. Разрешите мне от имени председателя Государственного совета Чувашии, председателя регионального объединения Ассамблеи народов Чувашии, председателя попечительского совета Шемерлинского землячества Семерлизем передать искренние слова благодарности от Леонида Ильича Черкесова. И он конкретно сказал, что моему другу доктору Басаму персонально огромный привет. Всем остальным огромная благодарность. Это все от него за то, что вы организовали такой выставку. Это колоссальный, большой труд. И вы понимаете, это, я бы сказал, смелое решение. На это надо решиться, на это надо пойти. А любое смелое решение, которое ведет к светлому будущему, оно всегда дает положительные
плоды. Доктор Басам сейчас много говорил, я слушал, у меня мурашки бежали по коже, честно говоря. Но я верю, я знаю, что обязательно будет правда, будет справедливость, и все равно Бог на нашей стороне, и победа будет за добром. Именно за добром. И еще, знаете, вот сейчас смотрю на этих ребятишек и думаю, они смотрят на эти картины, и мы не знаем, что у них зародится от этого в душе. И, возможно, кто-то как раз из них будет хорошим, умным, продвинутым, честным любителем нашей Родины и дипломатом. Мы не знаем, что будет потом, но, возможно, вот эта выставка кому-то даст шанс войти в политику, и это имя, фамилия будет звучать долгие годы. Вам, доктор Басам, и вашим людям, вашему народу огромная признательность и мира. Это самое главное, чтобы не свистели пули, не летели бомбы. Спасибо. Дорогой Бурнеде, добрый день, уважаемый доктор Басам, уважаемые гости, обучающие, коллектив педагогический. Ну, прежде всего, мне очень приятно, что наше общее дело, которое мы с вами в этом году провели, оно привело к такому результату. На самом деле школа преобразилась, здесь сегодня уют, здесь сегодня по новой душа, имеется большая душа. Я вижу глаза и учителей, и обучающихся. Ну, то, что сегодня эта выставка здесь, это тоже, конечно, огромное дело, потому что сегодня мир переживает очень тяжелые времена. Непосредственно Россия является участником сегодняшних событий, которые происходят в мире. Но только специальной военной операцией, оказывается, войны не заканчиваются. Полыхает сегодня Ближний Восток. И как доктор Басам сказал, да, это сегодня, знаете, это, наверное, его уже можно, наверное, когда-нибудь политики уже точно оценят, это как геноцид, наверное, оценят, наверное, и еще больше. Потому что не все мы знаем. Мы знаем то, что нам сегодня преподносит пресса, преподносится та информация, которая имеется у нас сегодня в интернете, в телевидении и так далее. Вы абсолютно правильно сказали, я по образованию учитель истории, кое-что изучал, и как была Палестина, как становился Израиль, я это тоже знаю. Ну, вот так по истории получилось. И, к сожалению, сегодня идет тяжелое продолжение того, что сегодня делается. Но, и мне очень хочется поддержать то, что сказал Владимир Петрович, добро все равно победит. А нам надо с вами сегодня быть терпимыми друг к другу. Нам надо сплотиться во благо добра. И тогда эта частичка, наша душа, она тоже прикоснется. Я думаю, это тоже побудит, чтобы добро победило. За выставку огромное спасибо. Я очень не успел еще раз просмотреть, но с удовольствием все просмотрю, потому что, да, выставка, она всегда, когда зрительно, слово закрепляется зрительно, это надолго. Большое спасибо, что вы проводите такую большую, огромную работу. Здоровья вам, успеха, ну и всего народу. Спасибо. Уважаемые гости, разрешите разрезать красную ленточку как символ того, что мы открываем нашу выставку. Доктор Басам, пожалуйста. Так, давайте вы держите. Давайте вот так, вы держите. Давайте вместе. Именем Бога, Аллаха, чтобы был мир. И на этой земле, чтобы никогда не было. Давайте вы с нами тоже. Давайте, не стойте в стороне, пожалуйста. Каждый так-то. Давайте. Чтобы дети выросли в свете, знания, культура, традиции, обычаи, имели богатую очень культуру и никогда
не забывали своих предков, чтобы они их ценили. Так, куски на память даем. Так. Еще режем, даем. Ну что ж, я думаю, пока рядом справа у меня церковь стоит представитель, и слева стоит у меня мечеть, я думаю, было бы несправедливо им не дать высказаться, потому что Палестина — это родина Христа и родина ислама. Добрый день всем присутствующим здесь. Доктор Басам, как вы говорили, мы тоже присоединяемся к этим словам, скорбим, молимся. Вот у нас было тоже буквально в субботу торжественное событие. Мы в селе Русские Алгаши открыли храм, такой величественный, небольшой, уютный храм, чтобы каждый мог прийти, помолиться о мире всего мира. То есть мы на каждую службу, у нас есть такая просительная книга, помолимся о мире всего мира. Надо молиться почаще. Вот раньше, вот, скажем, да, с Казанской иконы Божьей Матери собрали войско, Дмитрий Пожарский, да, и Кузьма Минин, собрали войско, шли на Москву, они молились, постились, и благодаря молитве, благодаря сплоченности, они освободили Москву от поляков. Вот. Также у нас сегодня такая сложная обстановка. Надо вместе молиться, вместе просить Бога, и Господь нам все даст. Мы маленько отошли от Бога, от веры. Нам надо вместе сплотиться. Вот. Хотя бы вот я просто благодарю то, что вот приезжали к нам в Хадары, экскурсии, вот, с Шумерлинской школы. Вот я также приглашаю в вашу школу на новый открытый храм. Там многие присутствовали здесь. Приобщить надо с маленького возраста, а потом уже палка гнет, может сломаться. Надо приучить детей к молитве, к любви Родине, к любви к Богу. Если человек боится Бога, он руку не поднимет. Поэтому призываю всех почаще молиться, приходить в храм с детьми, с группами, с родителями, вот, приобщить веры православной. Кто не знает историю, у того нет будущего. Чтобы знать историю и поддержать это, возложить, сеять подрастающее поколение. Спасибо всем. Добрый день, уважаемый доктор Басам, уважаемые участники этой замечательной выставки. Огромное спасибо за приглашение разделить с вами это мероприятие. Действительно, катастрофа, которая сейчас в Палестине, на земле палестинской, является жесточайшим уроком для всего человечества. Вот так выглядит геноцид народа, истребление людей иной религии, вероисповедания, посягательство на ее святыни, на религию, на право исповедования своей религии. И я лично каждый пятикратный намаз прошу Всевышнего о скорейшем разрешении этой ситуации, этой войны, мира для мусульман Палестины, для жителей Палестины. Каждую пятницу мы также коллективно делаем мольбу, дуа за то, чтобы наступил мир во всем мире. И вот эта ситуация, вот эти войны, очередной раз нам Всевышний показывает, вот как правильно сказал отец Алексей, что мы забываем о Всевышнем. И нужно благодарить Всевышнего
за то, что мы имеем. То есть вот эти войны показывают, насколько хрупкий мир оказывается. И когда дети жалуются, что у них там нету айфона, нету каких-то материальных ценностей, так скажем, а самое главное, оказывается, мир во всем мире. То есть вчера или позавчера мне доктор Басам прислал видеоролик, в котором девочки из крана пытаются вытянуть воду, которую перекрыл Израиль. То есть на самом деле очень страшно, когда не оказывается куска хлеба, не оказывается глотка воды. То есть, а все эти материальные ценности, они не так важны. Поэтому еще раз нужно благодарить Всевышнего за то, что мы имеем, и молить, чтобы Всевышнего, чтобы это как можно скорее разрешилось. Спасибо. Десятая юбилейная выставка «Палестина глазами российских художников», приуроченная к 33-й годовщине провозглашения государства Палестина, открылась в стенах Общественной палаты 26 ноября. Организаторами выставки выступили комиссия Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, Духовное собрание мусульман России, региональная общественная организация Чувашской Республики, Общество дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины. Выставка прошла при поддержке и содействии посольства государства Палестина в Российской Федерации. Для нас это важное культурное, общественное событие, потому что многие народы, населяющие нашу страну, да и во всем мире с глубоким уважением относятся к этой земле, к этой территории, где зародились авраамические религии, где каждое место несет свою историю, свою культуру и взгляд в будущее. Палестинские и российские отношения длятся больше 1000 лет с момента принятия христианства в России. И единственная, наверное, страна в мире, которая построила город и его назвала Иерусалим, Подмосковье, это Россия. Там это копия от города Иерусалим, там музей Иерусалим. Вы понимаете, когда-то чувашский патриарх Иван Яковлевич Яковлев писал: «Любите Россию, и она будет вам матерью». И я тоже повторяю: любите Россию. И он был прав. И Россия мать всех свободолюбивых людей на свете, мать всех свободолюбивых народов, мать по защите мира на земле. Данное мероприятие посетили члены Общественной палаты Российской Федерации, российские и иностранные дипломаты, общественные деятели, а также представители Министерства иностранных дел, Министерства культуры, Императорского православного палестинского общества, общественных организаций и ведомств. Международная экспозиция собрала полотна более 250 художников, работающих в разных жанрах. На полотнах запечатлены уникальные мусульманские и христианские святыни, мечети, храмы, живописная природа, места паломничеств, этнография и археология Палестины, памятники библейской истории, сцены быта, портреты обычных людей. Основная цель данной выставки заключается в том, чтобы продемонстрировать посыл к миру, установлению межконфессиональной и межкультурной гармонии в современных условиях. И, конечно же, мы надеемся, что мероприятия подобного рода будут повторяться все чаще и чаще, что послужит оплотом дальнейшего развития кросс-культурных взаимоотношений между российским и палестинским народами. Пресс-служба Духовного собрания мусульман России. Доктор Басам, я хотела бы дать вам слово, чтобы вы еще раз напомнили всем присутствующим, как возникла идея данной выставки и как вы по частицам, по крупицам собирали материал для этой экспозиции. Еще раз добрый день, дорогие друзья. Я хотел перед вами всеми извиниться, что мы задержались. Там открытие была выставка, и настолько было очень интересно людям, что они спрашивали. И очень извиняюсь перед вами еще раз, что вот так немножко мы задержали вас. Наша выставка «Душа Палестины» началась не 15 мая в 2021 году,
А 13 марта 2021 году, когда был День культуры Палестина, который отмечается 13 марта каждый год, это день еще рождения великого палестинского поэта Махмуда Дарвиш. И ко мне приехали гости-художники из города Ярославль, Светлана Бичкова, из города Казань, Елена Баймяшкина, из Кирово-Чепецк приехала Балашова Ольга, Олеся Орлова. А из Ярославля художник, они все педагоги, несла с собой одна картина Иерусалим, мечеть Аль-Акса под снегом. И она при всех взяла и подарила. Она подарила в конце этот день, который был отмечен в Доме дружбы народов, День культуры Палестины. Я тогда сказал, тогда, может, мы поорганизуем выставку Палестина глазами русских художников. Видите, прозвучало 13 марта в 2021 году. Я определил день 15 мая в 2021 году, потому что это день, когда в 1948 году захватили Палестину. А как захватили Палестину? Вот картина перед вами. Вот видите, эта картина. 40-х годов, когда шла Отечественная война, в Палестину стали отправлять евреев, и они приехали на баржу. Вот это документальное видео есть и фото, как приезжали в Палестину евреи, и там написано было на плакат: Гитлер нас убивал, разрушил наших домов, вы уж не откажетесь нас принимать, дорогие палестинцы. И наши открыли свои дома, свои города, свои деревни и принимали. Кончилось тем, что палестинцы остались без родины. Вот была Палестина до 1947 года, когда они еще начали заселиться, зеленые. И вот сегодняшний день, что от него осталось зеленые. Почти ничего не осталось. И эти люди, жертвы Холокоста, стали устраивать геноциды, убийства, уничтожения, истребления палестинского народа и своей земли. И дошло до того, что поменяли название городов, деревень. 400 деревень и городков маленьких были стерты с лица земли. Народ палестинский стал беженец. Вы понимаете, мне все говорят, есть такая сказка в России «Лиса», про лиса. Вот там говорят и история Палестины. Мы пустили, и мы потеряли. Теперь они истребляют нас. Мечеть Аль-Акса 6 октября в этом году они превратили в синагогу. Это третья мечеть в мире, третья святынь и первая кибла всех мусульман. Они каждый день заходят в мечеть, искверняют его, расстреливают молящихся, убивают их. Понимаете, это невозможно, ни одному народу терпеть такого. И палестинский народ именно стал жертвой своей добротой, своим гостеприимством. На протяжении всей истории Палестина принимала всех и никогда никого не отказывала. У нас 2 города в Палестине живут одни русские. Они не приехали во время Горбачева или сегодня. Они приехали много веков назад. Это город Бет-Сахур, город Бет-Жала. Когда еще начали паломники в Палестине, как Россия приняла официально христианство как государственная религия, и начали отправлять паломников из России в Палестине. Вы знаете патриарх чувашского народа Иван Яковлевич Яковлев? Кто-нибудь из вас знает его, нет? Знаете. Иван Яковлевич Яковлев был членом Императорского православного палестинского общества больше 100 лет назад. Наша организация 141 год. Вот флаг Императорского православного палестинского общества. Он отправлял своих учеников в Палестину. Он платил ежегодный взнос свой 25 рублей в этой обществе. Понимаете,
отношения Палестины-российской длится более 1000 лет. И наши духовные отношения, наши близости никогда не прерывались. И каждое место в России я всегда напоминаю, каждая церковь, каждая часовня, каждый монастырь – это частичка Палестины. Не было бы Палестина, не было бы ни одна христианская церковь. Не было бы ни один монастырь, ни один христианский храм, ни один патриарх, ни один митрополит, ни один владыка бы не был, потому что все шло из Палестины, так как Иисус Христос сам палестинец. Его мать, чистокровная палестинка Мария, родилась в городе Назарет. Кто-нибудь когда-нибудь слышал про город Назарет? Ну вот в истории можете узнать. Но все это сейчас оккупировано. К великому сожалению, и палестинский народ испытывает самые страшные, что может быть на свете. И вы, наверное, видите по телевизору, все сейчас видите, прямая трансляция идет, Холокост настоящий геноцид, истребление народа. Сегодня 39-й день, как отключена вода, свет, газ от палестинского народа. Запрещена лекарства и продукты. Они находятся в сектор Газа, город Газа. Сектор Газа по своей площади меньше, чем Чувашия в 50 раз. Туда Израиль загнал 2,5 миллиона палестинских беженцев, когда отобрали их домов, их имущество. И представьте, если в Чувашии будут жить 150 миллионов населения. Сейчас живут 1 250 000. Вот такая плотность. И эти люди ждут возвращения домой. Все, что они хотят, вернуться домой. Вся их преступление, что они требуют возвращаться домой. Больше ничего. Жить у себя дома, в мире со всеми. Это запрещено. Они на это не имеют права. Израиль отключил свет от больницах и разбомбил кислород. У нас есть недоношенные дети. Уже 3 дня, как они были без кислорода, сегодня утром они все скончались. Доктор Басам, мы это вот все следим, наверное, за новостями, но просто мы как бы вернемся сейчас к теме закрытия нашей выставки. То есть, посмотрите, выставка работала у нас практически 5 месяцев. Вот за все время этой выставки была заполнена книга отзывов. Еще раз пролистав ее сейчас, я увидела, что здесь жители города Москва, города Александров, Татарстана и возраст от детей до дошкольных образовательных учреждений. Там самый возрастной участник это 83 и 84 года. Мы передаем вам в дар вот такую, мы себе копию сняли этих отзывов, но пусть это хранится как вот архив о том, что в Чувашии, в городе Шумерле проработала выставка, которая нашла неизгладимый след в душах людей. И, конечно же, Татьяна Юрьевна от имени директора Центра детского творчества хотел бы вручить вам благодарность, у нас сегодня сейчас присутствует. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центра детского творчества города Шумерле Чувашской республики выражает вам благодарность за организацию на базе Центра детского творчества 63-й международной художественной выставки «Душа Палестины». Такой межкультурный диалог позволяет сохранить многовековую дружбу между народами России и Палестины и способствует их культурному и интеллектуальному обогащению. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, мира и добра. Фото на память. Так, еще. Подождите, доктор Басам, еще не все. Вот, как бы вот мы железнодорожный центр, наверное, нашей республики, хоть мы не столица Канаш, но все-таки паровоз у нас есть. Я знаю, что ваша супруга замечательный повар, так же, как и вы. Вот память о Шумерле. А здесь вот набор трав, то, что вы любите, то есть вы определите для себя, чтобы ароматы чувашской земли, шумерлинской доходили до Чебоксар. Ну а теперь я думаю, что
пришло самое время сказать, что мы не просто принимали выставку, но мы и организовали международный конкурс среди начинающих художников, профессиональных художников и всех патриотов земли российской и международной. В конкурсе приняло участие большое количество заграничных художников, российских художников. Но мы сделали так. Всем, кто принимал участие заочно, будут отосланы электронные свидетельства. А сейчас самое время наградить настоящих художников, чьи работы мы могли видеть на этой выставке. И вот у меня такой вопрос. Татьяна Юрьевна, я так поняла, что вы работы-то раздали художникам? А мы же хотели, чтобы наши работы отправились в экскурсию по России вместе с выставкой доктора Басама. Цель-то у нас была. Согласны, художники, отправить свои работы? Или сделайте вот такие постеры из них? Вы подумайте, доктор Басам, как вы к этому относитесь? Я хоть постеры, хоть что, они будут принимать участие. То есть вот вы видели, наверное, какая была красивая афиша выставки, и там были фотографии всех участников выставок. То есть вот есть возможность вам войти в такую передвижную международную выставку. Конечно. Эта картина я дарю, уважаемая Елена Николаевна, и вашему Дому творчества. Вот. Видите, этот дед художника, который написал, у него вся жизнь мечта была возвращаться домой. Он увидел в один глаз свою родину, а другой глаз так ушел из жизни, не вернувшийся. А здесь, на второй глаз, сделана в этой картине и карта Палестины. Мне, как учителю географии, очень близка по духу, вот, ну, наверное, самая такая картина, вот Тамара Яковлевна не даст соврать, я всегда, когда просматривала все картины, останавливалась возле нее, и вот она действительно мне понравилась. И когда доктор Басам озвучил идею подарить мне эту картину, вот я вас прям при всех вот обниму. Спасибо вам большое. Я думаю, что для изучения географии это очень хороший такой вот материал. Хорошо. Так, теперь видно. Так, давайте я буду читать, а вы жать руки. Дипломом награждается Слепова Дарья Денисовна, обучающаяся победитель международного конкурса в основной группе 12-13 лет. В дружбе сила. Дорогие друзья, я хочу сказать, что вы еще можете писать картины, и ваши картины будут принимать участие на наших для детей выставках и для взрослых. Так что здесь, как говорится, открытие для вас и всегда площадка. Спасибо большое. Дипломы настолько авторские, что здесь даже есть портреты участников, тот, кто их исполнял. Дипломом победителя в номинации «Профи» 8-11 лет награждается Кучерова Елизавета Петровна. Руководитель Суркова Ольга Вячеславовна. Посмотрите, какая она красивая. Какая она молодец. А еще Ольга Вячеславовна молодец, у нее есть еще Макарова Яна Андреевна, победитель в номинации 8-11 лет. Название работы «В гостях у друга». Дети бы не уходили, чтобы общие фото с участниками. Вот вернитесь, пожалуйста. Посмотрите, Яна, она одета в палестинской национальной одежде. Доктор Басам, я тоже сегодня почти очень близка по цвету. Бойцова Александра Дмитриевна. Спасибо вам большое, вы молодец. Смотрим сюда. Саратовский Дмитрий Александрович. Лена
надеюсь, из вас будут великих художников, которые будут их картины цениться во всем мире. Спасибо большое, дорогой. Дай руку и смотрим туда. Награждается Анисимова Варвара Александровна, победитель в группе 12-15 лет, руководитель Поляков Олег Евгеньевич. Спасибо большое. Смотрим туда. Держим правильно. Награждается Ушкова Елизавета Дмитриевна, руководитель Поляков Олег Евгеньевич. Награждается Полякова Алиса Олеговна, победитель. А где она у нас? Ее нет. Так, ну что ж, фото. Я вроде всех детей нашла, которые участник конкурса. Доктор Басам, вставайте в центр. Девочки по краям. Мужчину рядышком берите, чтобы он не потерялся. Девочки налево-направо. Симметрично было. Да? Вы поместились? Спасибо большое. Подборные аплодисменты дети И очень приятно, что педагоги не только подготовили своих детей с работами, но и приняли участие в зале. Дипломом победителя награждается Полякова Альбина Викторовна. Я думаю, что Альбина Викторовна передаст диплом победителя и Олегу Евгеньевичу. У них вся семья приняла участие. Вы нам прям 3 диплома. Фото сделаем, давайте, с 3 дипломами. Прежде чем озвучить следующего дипломанта, я хотела бы пригласить сюда Ольгу Вячеславовну, прежде всего, как директора детской школы искусств. Потому что я думаю, что она оказалась самым активным организатором посещений выставки. Приходили все ее дети, приходили все ее знакомые. Ольга Вячеславовна, слово вам небольшое. Да, спасибо большое. Спасибо вам большое за предъявленную возможность. Я считаю, что данная выставка, она эксклюзив для нашего города. Мы с моими детьми, с ребятами возраста с 7 лет до 14 лет приходили на выставку и знакомились не только с художественным наследием палестинским, но и, конечно, изучали до этого историю. Честно говоря, я не сильно была в истории Палестины самой. Сначала пришлось мне изучить, что это за страна, культуру этой страны. Все это передать своим ученикам, потому что иначе бы мы просто не смогли нарисовать о вашей удивительной стране. Спасибо вам большое за такую удивительную выставку и за то, что мы, как Елена Николаевна не скажет, полгода могли приходить и наслаждаться картинами художников. Но я хочу сказать, что выставка не уехала далеко. Я пожалела сразу наладить ее в Красночитайский район. Наталья Геннадьевна, выставка базируется в деревне Шумерле. То есть городской автобус довозит до деревни Шумерле. Кто еще не побывал, можете побывать на этой выставке. И картины-то вы свои туда передадите. Думаю, что передадим. Я думаю, что да. И, конечно же, дипломом победителя награждается Суркова Ольга Вячеславовна. Очень приятно, когда руководители еще и являются действующими художниками. Спасибо большое. Я хочу сказать, что мы с огромным удовольствием принимаем всех тех, кого вы рекомендуете из вашей школы, учителей, сами дети. Я думаю, что мы можем еще другую композицию, выставку провести, если надо будет, даже в вашей школе. Не та, которая сейчас даже там находится в деревне Шумерли,
А совсем другая композиция, совсем другие картины, другие авторы, для того, чтобы они ознакомились. И в будущем могут дальше продолжать писать. У нас прошла 21-я выставка детская, да, я рисую Палестину, так что дальше будут идти взрослые, детские, взрослые, детские. Хорошо? Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Ну и, конечно же, наверное, неизгладимое впечатление у всех оставила первая экскурсия, которую провел доктор Басам. Мы ее засняли, разместили на видеоресурсе, но была у нас замечательная Тамара Яковлевна, которая буквенно, дословно рассказывала историю каждой картины. И когда экскурсанты спрашивали, откуда вы все знаете, она говорила, а мне сам доктор Басам рассказал. Поэтому благодарственное письмо мы вручаем экскурсоводу по выставке Осиповой Тамаре Яковлевне. Спасибо вам большое, уважаемая Тамара Яковлевна. Я хочу сказать, дорогие друзья, обратите внимание на то, что дипломы не только фотографии самих, кому вручаем, а еще картина, красивая картина палестинка Ламис Абу Халил, оформлена, который живет в Эмиратах. Это беженец, ей больше 70 лет, и не может возвращаться домой. Спасибо, доктор Басам. А я, в свою очередь, от имени всех шумеринцев, которые посетили данную выставку, вот огромное спасибо вам. Я вообще поражена, как можно изобразить чувство патриотизма, глубокое чувство патриотизма посредством картины. Я вообще очень благодарна вам и от всех шумеринцев. Так, и, конечно же, нашим участникам открытия выставки, которые организовывали Эмоциональный фонд, детский сад номер 4 «Ладушки». Хореографическая студия «Калинка», руководитель Важина Наталья Анатольевна. Хореографическая студия «Птица Феникс», Волкова Тамара Ивановна. Конечно же, большая благодарность нашим экспертам, Умануилу Николаевичу и Владимиру Ивановичу, которые принимали участие в проведении конкурса «Я рисую Палестину». Они были нашими экспертами. Это два наших мэтра изобразительного искусства. Мне кажется, вы очень похожи на знаменитый художник Бельгизирака. Ему дали как псевдоним Пикассо. Моим другом, мы с ним не виделись уже 40 лет. Сюда смотрим, в камеру. Стоим здесь. И тоже вам большое спасибо. Вам будет приятно, в свое время в Академии художеств учились у нас два палестинца. Показываем. Говорите еще, ничего страшного. И вот когда начались там события, сразу они бросили все, Академию художеств и пошли. И мне было очень стыдно. И какие они были красивые, какие молодые. Вот много лет прошло, и у меня на сердце до сих пор. Спасибо большое. Эмоциональный фонд и эстетическое восприятие, конечно же, создали актеры студии «Зеркальце» вместе со своим педагогом Тумановой Ларисой Геннадьевной. Я пригласила бы Волкову Антонину и Галкину Дарью. Лариса Геннадьевна, вы не оплатили, вы не родите без награды, нет?
Сюда ко мне. Мне. Да. Что у меня здесь стал? Банков? Какие одни красавицы у вас? Дарья, да, правильно? Да, спокойно. Конечно, можно много сказать словами, а можно все выразить песней. И музыкальный руководитель Кишиненко Светлана Владимировна вместе с Парамоновой Марией и Горячей Екатериной, наверное, на сделали очень проникновенно и замечательно. Так, еще Мария. Так, Катерина. Наш звукооператор Коровин Михаил вовремя и быстро все включал, реагировал на все изменения. Только, Миша, осторожно, пожалуйста, на резке. У вас очень красивый портрет, мне понравился. Ну и, наверное, самый большой отряд помогаторов – это те, которые правильно расставили все картины, определили местоположение, организовывали все вот эти зрительные пространства. Еще одно благодарственное письмо уже теперь Сурковой Ольге Вячеславовне, Белякову Олегу Евгеньевичу по диплому. И педагогам Центра детского творчества Князевой Татьяне Владимировне, Белову Юрию Владимировичу, Васюковой Марине Константиновне, Барышевой Марине Александровне, Крыкиной Татьяне Юрьевне, доктор Басам, а, наверное, общие фото мы сделаем в вестибюле, чтобы все поместились. Ну, подождите, а вам-то почему не дают? А у меня зачем тут балки, я никак не выбрал какое. Оба ваши. Я их поэтому отложила. Так? В Чебоксарах близко друг к другу проживает множество народностей. Каждый из них – носитель великих национальных традиций. Оберегать культуру каждого, кто проживает на чувашской земле, сохранять мир и спокойствие – это главное, к чему сегодня мы стремимся. На территории города проживает много арабских студентов и жителей Палестины. Сегодня узнать подробнее об особенностях палестинской и арабской культуры нам поможет художественная выставка. Она открылась в Доме культуры «Ровесник» ко Дню народного единства.
Путешествия по странам Востока всегда завораживают. Яркий восточный ковер перед нами открывают плодородные земли в сочетании с бескрайними пустынями. В арабских странах, равно как и в Палестине, очень жаркий климат, такой же, как сердце жителей Востока. Оно горячее и переполнено любовью к своей родине. На дне палестинской и арабской культуры представлены работы мастеров международной художественной выставки. Здесь живописно раскинулись картины о природе, а также культурных особенностях Палестины. Мастера открыли завесу тайны исторических событий. Почувствовать себя настоящей Шахерезадой из сказки «Тысяча и одна ночь» можно было на празднике палестинской и арабской культуры. Здесь любой желающий мог принять участие в мастер-классе мехенди. Это роспись натуральной хной по телу. В отличие от классических татуировок, получивших распространение в Европе, люди Востока предпочитали способ украшать свое тело, не причиняя вред здоровью и не повреждая кожу. Такое украшение держится от 2 до 4 недель. Арабская роспись связана с цветочной тематикой, поскольку Кораном запрещается использовать изображения живых существ. Такая роспись может наноситься на любом месте руки, начиная от пальцев и до самого плеча. Классическая роспись подразумевает использование натуральной хны и специального закрепителя. Чаще используется в этом качестве сахарный сироп. Рисунок получается от нежно-карамельного до насыщенного коричневого цвета. Если мы хотим изучать культуру любого народа, без изучения его истории бесполезно понять его. Такие мероприятия знакомят жителей Чувашии и России, и сблизит и укрепит дружбу и понимание и согласие между наших народов. Арабская и палестинская культуры объединяют наши народы. Создавая подобные фестивали, укрепляются межнациональные отношения. Они проходят в атмосфере творчества и знакомства с культурой разных народов. Вся Чувашия и Чебоксары, они осели в моем сердце, в мою душу навсегда. Все, что связано с Чувашией, любая деревня даже в Чувашии, любой город для меня не безразличен, а Чебоксары – один из красивейших городов России и мира. Я его очень люблю. Слово «хумус» и на иврите, и на арабском означает и название растения, и самостоятельную закуску. Это популярное блюдо, которое распространено в странах Ближнего Востока. Пастообразная масса бежевого цвета из нута и тертых семян кунжута. Без добавок паста имеет нейтральный вкус, слегка сладкий, в котором чувствуются ореховые нотки и лимонная кислинка. Сегодня хумус разнообразен и многолик, как и сам Восток, где родилось это необычное блюдо. Можно долго рассуждать о том, кто первый придумал растирать нут в пюре, приправляя его оливковым маслом и кунжутной пастой. Но основной состав блюда не меняется спустя долгие века, и вкус его остается таким же неизменно прекрасным и пикантным. Арабская и палестинская культуры пронизаны духом гостеприимства. Здесь любят встретить гостя за чашечкой ароматного чая, угостить восточными сладостями и завести неспешную беседу.
Искусство объединяет человечество. Его ценности победоносно проходят сквозь бури земных потрясений. Современное палестинское искусство уходит своими корнями в народное творчество. Традиционная христианская и исламская живопись популярна в Палестине на протяжении многих веков. Через вдохновляющую силу искусства, понятную на любом языке, мы можем стать ближе, добрее и ценить свою национальную культуру, уважая при этом и бережно храня традиции народов, которые живут с нами рядом. Я хочу сказать, дорогие друзья, я вас поздравляю с Днем народного единства. И хочу сказать, что народы единые, их невозможно победить. И от дружбы еще никогда никто не проиграл. Россия многонациональная страна, многонациональные народы разных языков. В этом ее величество, в этом ее богатство. И то, что она единая, она показывает пример всему миру, каким должны быть люди, которые пришли в этом мире в гости на небольшой срок, на один миг. Это наша жизнь. От дружбы никогда никто не проиграл. Проигрывает только от агрессии, от войны, от ненависти, от заговора, от зависти. Поэтому у нас один путь – дружба, дружба, дружба и единство. Человек, когда первый день, 13 марта, мы собрались. Сегодня более 200 художников. Причем выдающихся художников России и мира. Председатели Союза художников Сирия, Иордания, Иерусалим, там разные города, Египет, Палестина, Ливия, Тунис, они с нами. Вот эта картина, о которой я уже вам рассказал. Папа, я теперь твоя опора. Марина Васильевна Албалави, о матери она Пирогова, по отцу Лепешкина, родители из Батровского района Субботи написала. Она потом сейчас прошла курс и стала художником педагогического университета, она прошла обучение. Вот это, вы сейчас живете у себя на родине, вы чувствуете теплоту родины, хлеб своей родины, картошка родины, все, что связано с родиной. Мы, палестинцы, заплатили за свое, как говорится, гостеприимство и потеряли Родину. Поэтому Родина живет в нас, мы несем ее на голову. Куда бы ни шли, на плечу, в душе, в уме несем свою Родину. Это выдающийся великий художник, народный художник Иордания Имад Абу-Штайя картина. Вот палестинка несет свою Родину с собой. И оливки, как вы видите, это символ Палестины. Это тоже, значит, народный художник Сирии написал. Мечта у народа никогда не должна гаснуть. И флаг Родины не должен опускаться. Лошадь – это мечта,
И палестинский народ борется, чем может. То есть мы не сдаемся, как скоты в мясорубку. Раз и, скажем, чем можем, обороняемся. Погибаем, ну а что делать? Русские тоже во Второй мировой войне 3 человека, 3 солдата на 1 автомат, не было оружия. У нас тоже. Что в руках есть? Работа, значит, народных художественных сил Раид Катнани. Да, здесь народный художник Палестина работает, это Сулейман Мансур, величайший художник, очень знаменитый художник. Он столько картин написал, и руку не знает. Но флаг Родины нельзя опускать. Родина это не просто земля, это не просто квартира или дом. Родина там, на протяжении тысячи лет, потомки наши, кости наших отцов, дедов. Палестина открыли греки 150 тысяч лет до нашей эры. Само название Палестина, Фаластин, это греческое название. Фалестимляне, он историк знает Канааны, мы по происхождению палестинцы Канааны, понимаете? Вот. И гордимся тем, что в Палестине 20 тысяч лет до нашей эры начали строить городов. Первый город в истории Ерихон, в котором есть у нас русский музей, русская церковь, русский культурный центр. И у нас была выставка 23 марта в прошлом году в Ерихоне. В русском музее у нас была эта выставка. Дальше, это работа Ваир Рагья из города Рамаллах. Они обнимают палестинскую оливковое дерево. Дерево – это жизнь для палестинского народа. Она его учит, показывает пример в преданности. Ты за него ухаживаешь, тебе дает плоды, дает тебе жить. Поэтому Израиль старается все палестинские деревья, оливки сжигать, уничтожать. Каждый день нападает. Вот, когда начинается сезон сбора, проходят бульдозеры и все уничтожают на глазах тех, кто пришел собирать свои оливки. Пришли собирать урожай, они все уничтожают. Это из города Газа, работа Нариман. Она описывает жизни палестинского народа и все предметы, которые он использует. Как вы видите, еще Сулейман Мансур, то же самое, вот та его работа, эта работа. Палестина страна цитрусовая, апельсины, лимоны, фрукты, цитрусы в Палестине. Надо пробовать их не те, которые привозят. Те, которые привозят, они полгода можно сохранить в холодильник, вкус совсем другой, а те, которые срывают уже с дерева, это совсем другой вкус. Поэтому Палестина очень богата цитрусовыми, апельсины, лимоны, помело, грейпфрутовые, мандарины. Они, я не знаю даже, как неописуемый вкус. Дорога мучения в Иерусалиме, по которым ходил Иисус Христос. В Палестине каждое место – это история. Заходишь в какой-то город Вифлеем, город Бет-Сахур. Бет-Сахур и Бет-Джала – 2 города чисто русские там живут у нас. Они не сегодня приехали, не после Горбачевской перестройки, нет. Они приехали много веков назад. Они носят имя Иван, Сергей, Андрей, Леонид. Но они говорят по-арабски. Они палестинцы, русские, которые приехали паломники и женились, остались. И они, Израиль тоже заходит, их истребляет, убивает. Они защищаются вместе с палестинцами. Но они храбрые и они очень дружелюбные. Это 2 города, святых городов в Палестине. Это работа Бичкова Светлана Юрьевна из города Ярославль, которая первая принесла картину 13 марта на День культуры Палестины «Мечеть Аль-Акса под снегом». И тогда я при всех предложил создать это движение выставочное. А вот эта работа Кавказова Надежда из города Лысково. Она родом из родителей из Чувашии, дедушка, бабушка, участники Второй мировой войны. Вот. Но она живет сейчас в Лысково, там вышла замужем. И мирный день в Палестине, город Газа, Средиземное море. Газа, как знаете, находится на берегу Средиземного моря. И там очень много газа. Но Израиль этот газ полностью ворует, не дает город Газа свой газ вообще что-либо добыть. Они сами воруют и перепродают, и хотят создать конкуренцию России. То есть поставлять в Европу газ, чтобы сбить российская экономика. Это работа
народный художник, марийский художник Ямбердов Иван Михайлович, заслуженный художник России, Марийской Республики. Палестина – масс земного шара. Вот так называется эта работа. И он показывает здесь палестинская мама, какое горе она испытывает после 1948 года, первое изгнание. И на дерево палестинский поэт, великий поэт, мой друг Советского Союза, который писал книги «Мой Советский Союз». У него очень много переводов на русском языке, постоянно приезжал в СССР. И здесь тоже очень сильная работа, ее размер больше, чем это, она сейчас находится в Татарстане, большой размер ее. Вот эта работа Ольга Балашова из города Первочепецк. Вот христианские святыни в Палестине. Она тоже одна из инициаторов. В этот день, 13 марта 2021 году, она была с нами, когда мы объявили о начале этого движения. Это, значит, работа Белых Вера Александровна, палестинские фрукты из Санкт-Петербурга. Это работа Нагорного Наталья Юрьевна, педагог из города Новочебоксарск. Вот. Очень красивая у нее работа, девушка с виноградом, палестинская одежда. Кстати, очень много путают, думают, что даже ее картины в Палестине на выставках. Что удивительно, что русские, когда писали Палестину, начали первые картины, и выставленные были в Иерусалиме на выставках, народ пришел спрашивать, были русские картины и палестинские. А где русские картины, где русские авторы? Они не могли различать, это писал русский или палестинец. Настолько русские писали Палестину, хотя, которые писали Палестину в Палестине никогда в жизни не было. Так хорошо, вот понимаете, настолько они очень... Да, и да. Вот это палестинские девушки в национальной одежде. Это работа чисто из стекла. Пишет Наумова Ирина. Она пишет все из стекла, это все стекло. Это единственный специалист в Шиваши, который так пишет. Это Гасан Канафани, великий поэт Палестины, друг Советского Союза. Его работы переведены на русском языке. В России в 70 или 72 году израильский Моссад его убил. Они старались убить все наши умные люди, поэты, писатели, талантливые люди, они старались искривлять. Это работа Павлов Александр Вячеславович из города Чебоксары, академик, член Императорского православного палестинского общества. А вот это один есть художник из города Булгар, откуда начался ислам больше 1100 лет назад. Этот художник, была мечта его принимать участие у нас на выставке 15 мая 2021 году. Он мне каждый день звонил, писали эти картины. Вы знаете, он был болен, я не знал об этом. Он писал 4 картины о Палестине и приехал у нас на выставку, на открытие выставки, принимал участие, я ему диплом вручил. И через некоторое время вернулся и скончался. Оказывается, он болел раком. Но у него была мечта принимать участие, он не посетил Палестину. Очень хорошие у него работы, вот, связанные с Палестиной, и он об этой работе хорошо рассказывал. Но его семья нам эти картины подарили для выставки нашей. И каждая выставка мы выписываем благодарственное письмо на его имя для его семьи. И посылаем, что вот благодаря его картине жив и будет жить. И мы показываем отношения, преданное отношение к нашим людьми, к нашим художникам, что мы не забываем. Вот. Эта работа Имад Абуштайя, она, палестинка девушка, превратила свои волосы как струны, на котором она играет музыка. То есть она... Ну, как вы заметите, у палестинцев всегда глаза грустные. Обратите внимание, пожалуйста, палестинцы, что можете даже смотреть на меня в глаза, палестинцы можно узнать по глазам. Где угодно на улице ходите,
У них покраснение в глазах, потому что они не высыпаются. То есть как может уснуть человек, у которого отняли все права, включая права на жизнь? Они спят открытыми глазами, и у них вечное невысыпание, поэтому они отличаются именно тем, что у них покраснение в их глазах. Дальше, значит, эта работа девушка, меня очень удивила, эта девушка Мадонна Палестина написала, у нас открывалась выставка в библиотеке в Чебоксарах. И эта девушка тайком, через месяц, что ли, писала Палестина, пришла и выставила картину. Мне звонят, говорят, ее поймали, она говорит, как поймали, что? Дайте мне фотографии, я сделаю благодарственное письмо, диплом сделаю участника, я ей благодарю за это. И мы приветствуем, она молодая, даже несовершеннолетняя, я с удовольствием принимаю ее в свою команду. И вот ее картина принимает участие у нас на выставке. Дальше, это у нас Ламис Абу Халиль, автор этой работы, палестинка, беженка, находится в Объединенных Арабских Эмиратах, там живет, и больше 70 лет. Она пишет все время палестинские лица. И пишет их очень красиво. Вот, как видите, олив присутствует в каждой почти картине. Здесь работа Маслова Валентина Ивановна. Она была в Палестине. Вот эти ее работы, ее стиль, святая земля, она очень много у нее работы связаны с Палестиной, и она душой пишет, она, как это называется по-русски, она как лечебные, я забыл, как называется, картины ее как использует, как... Бальзам на душу. Нет, это бальзам на землей. У нее специфика. Да, но у него есть такая методика. Здесь работа Имад Абу Штайя. Знаете, арабы это гордые народы, мусульмане. Из-за одной женщины крестовый поход обидел одну женщину. Она закричала. Был бы Салах ад-Дин, на меня бы никто не смог нападать. Салах ад-Дин аль-Аюби это был Ирак Курд. Дошло информация, что Палестину оккупировали. Это 1000 лет назад или сколько-то лет назад. Салах ад-Дин, и там обидели одну женщину, она закричала вашим именем, где ты, спас ты меня, Салах ад-Дин. И что вы думаете? Салах ад-Дин собрал армию ради одной женщины. И поехал освободить Иерусалим, освободить Палестину. Это ведь, это история его не забудет. Это героические поступки, это один из величайших героев в истории арабского мусульманского мира. Вот это народный художник Имад Абу Штайя изобразил. Видите, девушка с апельсином, сбор урожая в Палестине. Как вы видите, лица все грустные. Это работа Сулейман Мансур. Это его стиль, очень красивый такой, гордый стиль. Вот это была фотография отца, которого Израиль охотился за своим ребенком. И первая пуля попала в ребенком, он бросился покрывать ребенка, чтобы остальные пули в него попали. Фотограф в 2017 году получил лучший снимок, потому что даже был живой снимок. Здесь эта фотография понравилась Баймяшкина Елена Юрьевна, педагог, художник из Татарстана, из Казани. И она написала эту картину. Она дружит с Чувашией, она постоянно приезжает в Чебоксарах открывать свои выставки. Это работа народного художника из Иерусалима Талиб Ильвет, палестинец, который жил недалеко от мечети Аль-Акса. И когда сейчас ему больше 70 лет, когда ему было 13 лет, пришли, Израиль оккупировал его, и они разрушили его дом, выгнали на улице с 14 детьми. У его мама 14 детей, они вышли ни с чем на улицу. И знаете, из него родился такой художник великий. У него очень много выставок, очень много картин. И вот это гранат в Палестине. Он написал как гранат. Это тоже мечеть Аль-Акса, там тоже мечеть Аль-Акса.
работа Маслова. Вот работа Маслова, она верит, что кто-то, какой-то палестинец поднимется и поднимет флаг свободы над мечеть Ал-Акса, что Палестина будет свободна. Это Фаиз Ханна. Фаиз Ханна такой благородный человек, который, когда разрушился СССР, это военный летчик и кибертрукитель войска ООН в Египте был. И когда СССР разрушился, он приехал ко мне в Чебоксарах. Я познакомил его с президентом Федоровым, с руководством Чувашии, с митрополитом Варнави тогда. И вы знаете, что он сделал? Он поехал в Египет обратно, он был близким другом Мубарака из Египта. И он открыл для Чувашии представительство за свой счет, полностью обставил. И организовал музей Чувашии в Египте. И поехали мы с вице-президентом Чувашии Абдулкимом. Вся чувашское руководство, кабинет министров, в 1995 году 75 артистов, спецсамолет, плюс еще бизнесменов, руководителей, поехали в Египте, и были Дни культуры в Чувашии в Египте, и открыли культурный центр в Египте вместе. Это работа Орлова, Олеся, тоже из университета, педагог. Недавно мы открыли выставку в школе. Кстати, художественная школа Кирово-Чепецк, 4000 квадратных метров. Я был удивлен. Так, вообще, вы знаете, какая у них галерея. Как каждое место у них, каждый этаж, каждый кусок галерея. И не только огромный зал почти на 300, на 400 картин спокойно размещает. Там в этот день открылись 4 выставки. Ее персональная Ольга Балашова, и их художники, и палестинские выставки. Вот Раид Катнани, работа народных художников Сирия. Все равно когда-нибудь сломаем. Порвать цепь. Да, порвать цепь, потому что да, мы же находимся, Палестина находится в петле сионизма, она оккупирована. Дальше, это тоже его работа, что палестинцы несут крест пожизненно, свой крест несут в этой жизни. Как Иисус Христос носил свой крест, так и его палестинский народ. А вот и здесь, видите, палестинская девушка, о чем может мечтать? Она разговаривает с птичкой. У нее в руках ключ. Ключ от чего? В 1948 году, когда Израиль захотел захватить Палестину, приходили, моя мама была 14 лет, и все сказали, сейчас вы уходите, сейчас войны действия будет. Кто не будет уходить, мы убьем. И устраивали резни, и много уходили. Через 5-6 дней все закончится, вернетесь. И уже 76-й год им не разрешают возвращаться. Поэтому ключ у нас не можем подарить своим детям, оставлять в наследство ни земли, ни дом, ни квартира. Мы оставляем ключ и говорим, вот твой дом там, и вот документы. Это наша собственность и наследие. Израиль их не пускает. То есть забрал и все, и не пускает. Дальше, да, это тоже Юсеф Раид Катнани, это его дочь, он написал, дочка. Он никогда не видел свою родину, он беженец в Сирии, палестинский беженец. Это человек, с кем я встречался в 2006 году. Приехал ко мне чрезвычайный полномочный посол государства Палестины в Российской Федерации, делегация. Поехали в Марийскую республику. И нас приняли президент, это был зам главы республики. И с тех пор мы дружим, он показывал мне, значит, образец русская душа, как должен человек иметь дружелюбную душу. То есть это Гарами Мейгананович, ученый, юрист, выдающийся государственный деятель в Марийской республике. И как вы думаете, это человек, который всю жизнь был у власти, поднялся, лестницы потихоньку поднимался. И живет он, не поверьте, двухкомнатной квартире.
двухкомнатная квартира. Скромный. Это порядочный. Это очень порядочный человек. И мы один раз встретились в 2016 году, и до сих пор дружим с ними, и посещаем друг друга, и постоянно. И наше движение, выставки, у нас было 5 выставок в Марийской Республике. Благодаря ему, и он каждый раз приезжает открывать нас. Гаранин Леонид Ананович, запомните, этот юрист, ученый, очень уважаемая личность. 13 лет был главой республики, 5 лет был глава города Ишкара. Это работа Павлова Александра Вячеславовича. Здесь, значит, это Ашраф Гариб из города Газа. Город Газа, там 2,5 миллиона беженцев, которые Израиль выгнал из Тель-Авив, Хайфа, Яфа, Алед в Газа, загнал в Газа и закрыл. Они все время мечтают возвращаться домой. И он, как сокол, написал, который несет ключ. Он ждет его ключ, говорит: открой мой дом, хоть вместо меня посети мой дом. Израиль сейчас за это время, за 30 дней, убил более 5 художников из Палестины. Один из них наш художник, который с нами работал, и наша первая выставка в Газа 29 ноября 2021 году он открывал. К сожалению, он его убили вместе с детьми, с семьей, с 2 родных сестры. Сколько там было? 28 или сколько-то человек. Все его близкие погибли. Это работа Мухаммеда Даглиз, народный художник Палестины. Это палестинские беженцы. В 1948 году, когда нас выгнали, вот жили в лагерях беженцев. Это, как видите, матрасы. Палестинцы лежали на матрасах. Я первый раз в жизни на кровать спал. Это было, наверное, 77 или 78 год. И все время на матрасах. И когда мне было 3 месяца, вот утром стелим матрасы ночью, а потом собираем. И как-то мне было 3 месяца, и мама собрала все матрасы, и я оказался под матрасом. Ищут меня, нет, 10 минут нет. И потом она вообще чуть с ума не сходила, стала искать, убрала эти матрасы, я уже почти, уже все, я почти умер. Кричит, орет, вышла на улицу, искусственное дыхание. И все-таки выжили, и вот перед вами стою. Вот. Жизнь это не сладкая, конечно. Вот это тоже лошади, это мечта. Вайр Рабия из города Рамаллах. Мечеть Ал-Акса, это старое здание. Вот это купол мечеть Ал-Акса, вот это старое здание мечеть Ал-Акса, которое настоящее. Тоже светлый художник, оригинальный. А вот это художник из города Ишкар-Ола, Надежда Викторова. Написала Ширин Абу Акла. В прошлом году, 11 мая, Ширин Абу Акла, знаменитая на весь мир журналистка, вышла на работу. Израиль взял и застрелил. Сейчас Израиль за 35 дней застрелил 49 журналистов. Вы понимаете? Потому что они передают мир, что он делает. И сейчас, а как? Вот уже журналисты боятся. Поэтому вот вы видели видео, которое сейчас вам показали, уже люди на своих соцсетях, кто может следить. 49 журналистов за 30 дней. За что? Они же журналисты, их работают на правду. Они вышли работать, они должны освещать, что творится. И вот Ширин Абу Акла 11 мая, это из канала Аль-Джазира, это многомиллионные подписчики на глазах всего мира. Хотя она и гражданин Америки. Но раз Израиль убил, Израиль высший закон. Его нельзя судить, все нормально. И ничего, никакой наказания. Дальше. Это День защиты земли, работа Хабибулин, Альберт Фагимович, педагог, живет в Уфе. Вот он написал Палестину, когда мы принимали еврейских беженцев до 1948 года. И как они, эти беженцы, что оставили от Палестины, как раковые опухоли. Ничего не оставили. Это еще что-то есть, а сейчас почти ничего нет. Дальше. Ну, это Российский комитет солидарности, сотрудничества народа Азии Африки, организатор тоже, наша выставка. Он раньше назывался Советский комитет народов Азии Африки.
Я возглавляю представительство Чувашской Республики, когда-то его возглавлял во всей России, Советском Союзе Громико Андрей, Евгений Примаков и так далее. Ну, флаг Палестина, вы знаете, 4 цвета, может быть, никто никогда не додумается, о чем эти цвета. Черный цвет для палестинского народа – это траур по распятию Иисуса Христа и его народ Палестины. Белый Иисус пришел на земле с миром, не с оружием в руках, а словом, с миром. Зеленый, вся Палестина, зеленая – это символ оливки и символ мира. Красный – это кровь Иисуса Христа на кресте. И кровь, которая проливается у палестинского народа. А вот черно-белый, вот это Арафатка, кто-то задает вопрос, почему черно-белый, почему такая интернациональная? Пожизненно каждый палестинец должен это носить. Это траур по распятию Иисуса, и белый это то, что Иисус пришел с миром. И по сути палестинский народ это семья Иисуса Христа, большая семья Иисуса Христа. И подвергается это гонение, это уничтожение. За что? За что? Вот что палестинцы сделали? Не мы же убивали вообще ни при чем. Дальше. Это Сулейман Мансур, я об этом рассказал, палестинские дети, это народный художник Палестина, вместо хлеб, вместо воды Америка посылает ракетку, Израиль уничтожает их. Это тоже рассказал, в 40-х годах. Вот это взято есть видео даже, как они приехали в Палестину, и что написано, что на английском можно читать, нас Гитлер уничтожал, это еврейство, принимайте нас. И вот они как нападают на мечеть Алаксу, вот как они вот пишут, что нас разрушили наших домов, а по сути они приехали разрушить палестинские дома, урвать палестинцев, забрать их родину. Вот и палестинский народ погибает и уничтожает его. Я об этом рассказал, символ дружба. Палестино-российские отношения длятся более 1000 лет. С момента официального принятия христианства в России как государственная религия. И поэтому более 4 веков назад построили Подмосковье, Новый Иерусалим и так далее. Так, дальше. В Палестине очень узкие улицы, очень узкие. Может на 2-3 человека, иногда может на одного человека хватит пройтись. Вот, пожалуйста, одна из этих улиц, древний город Иерусалим, это работа Раид Катнани. Вот и как видите, в руках он несет оливковое дерево, символ Палестины. Палестинцы готовы зацепиться за облака. Вы понимаете? За облака, чтобы вернуться домой, чтобы вернуться на родину. Это работа Раид Катнани. Видите, как он за облака зацепляется? Есть лист возможность. Вот что значит родина? Вот я удивлялся, когда люди хотели покидать СССР, мы уезжаем из России, в Израиль, туда. И вы что, с ума сошли? Как можно родину покидать? Если бы моя родина не была оккупирована, я бы давным-давно вернулся там. Я бы и приезжал в Россию, потому что создал семью с Россией. То есть, но я бы никогда не бросил родину. Дальше. Это камень. Палестинцы в руках, когда Израиль, в городах Израиль нападает на мирное население, у них ничего нет, кроме камня своего дома или что-то, они могут защищать этим камнем. А вот эта девушка, Милад ее зовут, Милад означает рождение. Она стала символом Палестины, символ борьбы палестинского народа за жизнь. Почему стала эта девушка символом Палестины? Израиль дал ее отцу где-то 450 или 500 лет тюрьмы. Бывает такого? Это же показывает жестокость этих людей. Он жесток-то не может выжить. Жесток-то не будет. И у него была мечта иметь дочку. И как вы думаете, адвокаты смогли взять его с фирмы, его жена ждала в больнице, сделали пересадку, и больше через мучение она родила эту дочку. Ее называли рождение, Милад по-арабски. И она стала символом Палестины, поэтому.
Люди хотят жить. Вот один ребенок вчера спрашивал, интервью, один журналист задает палестинскому, ему где-то лет 7 или 8. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Знаете, что он ответил? Нам расти не дают, нас убивают, пока мы маленькие. Видите, корни, оливковое дерево, и мы привязаны к этим корням, мы палестинцы, даже цвет нашей кожи, есть этот цвет нашей земли. Дерево оливковое живет много тысяч лет. Вот сколько бы нас не истребляли, наши корни остаются. Это, значит, Егор Смирнов, палестинский рынок, написал. Это из Чебоксары. А вот это рынок в Газа. К сожалению, этот рынок больше нет. И Газа больше нет. Она полностью уничтожена. А это, обратите очень внимание сильно на эту картину. Эта картина необычная. Это мац палестинского народа. Мац. Эти люди, которые выходят, все специальности, все профессии, все герои, они сначала находятся в первой родине. Первая родина – это мама, в животе мама. Первая родина для каждого человека – это живот его мамы. Где он живет, там 9 месяцев, кому-то 6, 7, 8, в основном 9 месяцев. А потом выходит во вторую родину, на котором он живет. И палестинская мама самая измученная мама, потому что она вынуждена постоянно родить и хранить своих детей, пока они маленькие, если она доживет сама. Это работа имад, как его Сулейман Мансур, видите, все профессии в Палестине. И вот даже кактус. Кактус вы, женщины, любят выращивать в России на подоконнике у себя дома. Они не догадаются, что кактус это очень вкусный фрукт, что это плоды шикарные, это очень полезный фрукт. Но в России фрукт не растет на кактусе, и она вся иголки там невозможно, и поэтому по-арабски называют сабр, терпение это фрукт. И чтобы ее очистить, очень сильно колет, но оно очень полезное и очень вкусный фрукт. Так. Ну и здесь часть наших художников, они не все изображены, только часть. Я надеюсь, что я смог коротко рассказать. Если есть какие-то вопросы у кого-нибудь, я с огромным удовольствием расскажу. Отвечу на вопросы, если есть, если нет. Да, это император, это главный императорское православное палестинское общество, который 141 год. В 1882 году было создано императорское православное палестинское общество. Я очень надеюсь, очень хочу, чтобы все-таки у нас вышла статья о Шумерли, о вашей школе в этой. Накануне Дня России в Шумерли торжественно открыли 63-ю международную выставку картин «Душа Палестины». Она организована Чувашским региональным отделением Международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество». Призыв к миру и дружбе звучал как основной лейтмотив праздника. Подробнее расскажут мои коллеги. Гимны России, Чувашской Республики, а затем и Палестины звучат один за другим, как символ многовековой дружбы между народами. На сцене организатор экспозиции доктор Бассам рассказывает о выставке так, что сразу становится понятно, зачем и для кого организована экспозиция. Сегодня жители
этого прекрасного города и дети, и взрослые прикоснуться к святым Палестины. Палестины, которая казалась далека, но она всегда была близко к России. Более 1000 лет дружба между нашими народами длится. Это о многом говорит. В Палестине более 425 святых мест для России, принадлежат России. В Палестине есть российские церкви. В Палестине очень много то, что связано Палестина и Россия. Поэтому сегодня, находясь здесь, хочу сказать, что мы с Россией и всегда будем с Россией. И Россия – оплот мира. И никогда в жизни Россия не встанет на колени перед кем. Россия великая, и так же она будет. Да здравствует дружба между наших народов, да здравствует Россия и Палестина. Палестина всегда притягивала русских художников, являясь местом обретения философских образов, поиска духовных ценностей и ответа на самые сокровенные мысли о цели жизни. И в наше время Палестина продолжает притягивать и вдохновлять на творчество современных мастеров кисти. Идея организации такой выставки была поддержана талантливыми художниками из многих городов России и зарубежья. Передвигаясь по стране, экспозиция расширяется, пополняясь все новыми и новыми полотнами талантливых авторов, для которых тема сохранения мира, тема духовности, тема культуры является значимой и любимой. Мы благодарны вот этой дружбе, мы благодарны то, что сегодня мы вновь соприкасаемся в живописи, в красках с этой великой культурой. В качестве подарков гостю русское народное творчество, песни, танцы и выполненная по спецзаказу шкатулка ручной работы с изображением гербов России, Палестины и, конечно, гостеприимной Чувашии. Ну а далее символическое открытие экспозиции и экскурсия от доктора Басама. На полотнах разного размера, выполненные в разных техниках работы авторов самых разных национальностей. Да и тематика обширна. Портреты простых палестинских жителей, храмы, изображение Иисуса Христа, символическое изображение самой Палестины, ее улочки и богатая флора. Но главной темой являются события исторические. Это удивительная работа, просто я хочу вам сказать. Посмотрите, вот этот треугольник на лицо этого деда, это карта Палестины. Это человек, который всю жизнь ждал возвращения домой. В 1948 году, когда выгнали его со своей родины, ему сказали, 4-5 дней закончатся военные действия, и вам разрешим возвращаться. Умер, так и не вернулся. Выставка будет работать в ЦДТ до конца месяца. Посетить ее может любой желающий. وأمتاه الصمت قد أردانا إنا سئمنا الجور والطغيانا سفك العداة دماءنا في غزة والغرب قد كانوا لهم أعوانا فالحق والعدل الذي يرجونه في شرعهم نصبوا له ميزانا أن يقتل العربي ليس تجنيا فالعدل في أن يكثر قتلانا لكنما الغربي قطرة دمه قد عادلت من دمنا أطنانا قيم لهم لا يغرينك زيفها هي كالسراب يراود العطشانا تحت النعال مبادئ وشرائع تسنى على أعناقها بخطانا فنضالنا إرهاب في قاموسهم إذ نفتدي بدماعنا الأوطان وحقوق إنسان لنا قد زوروا لا حق فيها غير سفك دمانا عشنا نلوك سلامهم أكذوبة ونصدق العوغة والذؤبانا والغرب
للمحتل يمضي مدفعا كي يقتل الأطفال والنسوان. نتجرع الظلم المهين مرارة واليوم صحنا يا أخي كفانا. آن الأوان لأن تجيب فعالنا فرجال غزة زمجروا طوفانا. لبيك يا أقصى دوي حناجر لم ترتضي الإرهاب والعدوان. ستظل في نبض الشعوب قضية تستنهض الأرواح والوجدان. بئس السلام بئس السلام بئس السلام إذا السلام سلامهم وأمته. ألست فيك الآن